Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Первые итоги и первые входящие. Дверь немножко, а пока жива. Как на протяжении дня устраняли последствия ночного ЧП в Зеленодольске. Увидел Рамиль Шайдуллин. Опасный дымоход. Я постоянно форточку открываю. Господи, каждый день боюсь, что отравимся. Это же кошмар. Нашли ли причину и можно ли устранить проблему, выяснял Дмитрий Аринин. Окруженные водой. Каждую весну постоянно плыть приходится. Бывает, приходится даже и домой не едешь из-за того, что боишься утонуть. Как в Татарстан наступает большая вода, увидел Рамиль Галиуллин. Эко-двор, эко-семья, эко-весна. Мусор везде, полный овраг. С 1 апреля в республике стартует санитарно-экологический двухмесячник. Что запланировали, расскажет Вероника Гайнудинова. 2 жизни унес взрыв газа в Зеленодольской 9-этажке минувшей ночью. Еще 4 человека находятся в больнице. Остальных жителей дома временно разместили в местном санатории. Всю ночь и весь день на месте трагедии работают наши съемочные группы. Салават Мухаммадуллин расскажет хронологию событий. 22:44. На пульт диспетчера поступает сообщение. Хлопок в 9-этажке по улице Ленина. Обрушились квартиры на 7 и 8 этажах. 22:48. На место происшествия прибыли пожарные. Началась эвакуация. Опасно для вашего здоровья, поэтому давайте мы сейчас будем правильно проходить за мной. В это же время в дом вошли спасатели и кинологи. Из-под завалов удается спасти женщину. Ее в тяжелом состоянии увозят в реанимацию. Возьмите тоже, возьмите. Раз, два, взяли. Все, носилки ваши синие. Да. Носилки ваши взяли. 23:30. В доме обнаружено тело мужчины. Им оказался 87-летний пенсионер, хозяин одной из квартир. С кем он проживал в 37-й и кто в 36-й проживает? Под руинами больше никого не нашли. При взрыве пострадали еще 4 человека. Их всех доставили в Зеленодольскую районную больницу. С эвакуированными жителями дома начали работу психологи. Еще до полуночи на место ЧП выехали начальник Главного управления МЧС России по республике Рафис Хабибуллин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Создан оперативный штаб. Нарушены жизнеобеспечение населения, поэтому принимаем такое решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Срок пока с сегодняшнего дня, но до какого числа, до завершения уже работ по восстановлению дома. 00:30. Следственный комитет заявляет о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». К расследованию подключились следователи и криминалисты. На место происшествия прибыли заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор города Сергей Егоров. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Час ночи. Оперативный штаб в полном составе. Обсуждают продолжение разбора завалов и в каком состоянии сейчас конструкция дома. Если такая техника будет, то, в принципе, бригаду туда можно поставить. Соблюдение мер предосторожности. Сейчас ребята обследуют, идут по квартирам, по стене, которая выходит на улицу Ленина, посмотреть, есть ли там трещины. В доме проживало 96 человек. Эвакуировали всех, кто на момент ЧП находился дома. 12 человек разместили в Центре культуры Горького. Ближе к 2 часам ночи их перевели в санаторий «Волга». В основном люди разъехались по своим родственникам, тем, кому некуда было ехать, размещены в санатории города, обеспечено горячее питание. В ликвидации ЧП участвовали 87 сотрудников экстренных служб и 32 единицы техники. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. И к полудню Следственный комитет возбудил еще 2 уголовных дела и озвучил некоторые детали, которые могут пролить свет на причины ЧП. Спасатели уже закончили разбор завалов. В городе ждут заключения экспертов Татинвестгражданпроекта о пригодности жилья для проживания. Как разворачивались события в течение дня и как себя чувствуют пострадавшие, в репортаже Рамиля Шайдуллина. Дом оцеплен, следователи и спасатели изучают место ЧП, а жители никак не могут прийти в себя. Взрыв, хлопок большой. Я в окно выглянула, там что-то все обломки и окна все. И буквально через 10 минут МЧС стал по квартирам звонить, чтобы срочно выходили. Я спала, уже заснула. И вот слышу хлопок. И я сразу встала.
Думаю, то ли снег упал с крыши так. Думаю, что это такой взрыв такой. У меня открылась балконная дверь, которая, внутренняя, которая домашняя. То, что поначалу приняли за обрушение снега или петарды, оказалось хлопком бытового газа, сокрушительным по масштабам. Последствия вчерашних событий можно видеть и сегодня. Если на 7-м этаже балкона просто нет, видимо, его сразу выбило, то балкон над ним опасно свисает над двором, поэтому территория его огорожена вот этой оградительной лентой. Заступать за нее, конечно, нельзя, но и за ней не сказать, что прямо очень безопасно, потому что на земле на многие метры разлетелись осколки выбитых стекол. Есть ощущение, что дом может быть восстановлен, точнее квартира, которая находится в этом доме, перекрытие, но мы будем ждать решения специалистов. И после этого будет делать ремонт, будет восстановление. Спасатели уже разобрали завалы внутри квартиры на 7-м этаже, из которой и ударила взрывная волна. Эпицентр, то есть взрывная волна наибольше вот здесь ударила. Известно, что в этой квартире жил пожилой мужчина. Недавно он потерял жену и по предварительной версии мог спровоцировать ЧП, в котором и погиб. Жена полгода назад умерла. Он один жил. Злоупотреблял? Следователи выяснили, что в день взрыва родственники просили помочь врачей в госпитализации. Мужчина вел себя агрессивно. В настоящий момент установлено, что родственники привезли пожилого мужчину в Зеленодольский психоневрологический диспансер жалобами на то, что тот ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить квартиру. Однако, несмотря на это, медработники отказали ему в госпитализации. Следственные органы возбудили уголовное дело по 3 статьям. Причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью и халатность. По этой статье будут проверять действия медиков. В результате ЧП пострадали 4, погибли 2. В настоящее время все больные находятся в состоянии средней тяжести, находятся под наблюдением травматологов. К часу дня жителям разрешили войти в квартиры, но по одному и только в сопровождении спасателей. Документы, самое главное, вот, сотовые там. Все необходимо, вон ботинки одни. Когда можно будет вернуться в свои дома, жители не знают и ждут экспертизы Татинвестгражданпроекта. Они обследуют дом на пригодность к проживанию. По предварительной оценке, разрушению подверглись конструкции квартир на 7 и 8 этажах. Восстановительные мероприятия, в зависимости от сложности повреждений, по оценке специалистов, могут занять от 1 недели до месяца. Все, кто лишился жилья, будут находиться в санатории «Волга» либо у родственников. Восстановительные работы могут затянуться на месяц, а в случае признания дома негодным к проживанию городу придется искать новое жилье для десятка семей. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, Ируза Мазитова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольск. И сейчас на месте происшествия находится наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Дом под охраной полицейских, внутрь не попасть. Салават, какие последние новости на этот час? Здравствуйте, Лина. Спустя 21 час после ЧП здесь на месте происшествия все довольно спокойно. Как вы видите, дом продолжает оставаться обесточенным. В окнах не горит свет. Вокруг здания дежурят полицейские, чтобы посторонние, в том числе и маргиналы, не смогли попасть в квартиры. В целях дополнительной меры безопасности на входной двери в подъезд висит железный замок. Спасателей здесь уже нет. На сегодня они завершили свои работы. При этом, вот как вы видите, по этой ленте здесь поднялся ветер, и, предусматривая это, они установили дополнительные опорные конструкции, чтобы здание не обрушилось, и части здания не обрушились. Сегодня днем в 16:00 здесь побывал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марат Айзатуллин вместе с главой района Михаилом Афанасьевым. Они осмотрели здание и поговорили с местными жильцами. Также сегодня здесь поработали специалисты Татинвестгражданпроекта, собственно, со специалистами Минстроя. Их выводы и судьба дома пока остаются неизвестными. Что касается жителей соседних домов, которые вот стоят здесь по бокам, то в них горит свет, хотя у некоторых на балконах повыбивало стекла, и вот осколки до сих пор остаются под нашими ногами. Что касается жителей пострадавшего дома, то большинство из них остаются у своих родственников. 12 человек сейчас в санатории.
Завтра они и те, кто не успел сегодня, зайдут в свои квартиры в сопровождении спасателей, чтобы забрать свои личные вещи и в том числе документы. Для этого организовываются специальные группы. И вот, как мне стало известно, буквально за пару минут до нашего включения, на время разрешения вопроса со зданием, возможно, некоторым жильцам будут предоставлены квартиры из так называемого маневренного фонда муниципалитета. То есть помещения жилые будут выданы временно. Ну вот, собственно, все новости на этот час. Лена, передаю вам слова. Спасибо, Салават, а мы продолжаем выпуск. Александр Бастрыкин сегодня дал указание доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту взрыва газа в Зеленодольске. Председатель Следственного комитета России поручил в полном объеме установить все обстоятельства ЧП. По факту отравления угарным газом 2 девушек в Казани прокуратура завершила проверку. Напомним, ЧП произошло в середине марта. Студентки, снимавшие квартиру, были госпитализированы с отравлением тяжелой и средней степени тяжести. Предварительная версия – отсутствие тяги в дымоходе при закрытых окнах. Однако прокуратура выяснила, что причина совсем в другом. Дмитрий Аринин продолжит. Я постоянно форточку открываю. Господи, каждый день боюсь, что отравимся. Это же кошмар. 2 недели назад в этом доме в съемной квартире отравились 2 студентки. Девушки были госпитализированы и после того случая съехали. Это второе уже отравление. Там жили 2 девочки. Месяц или 2 месяца, по-моему, в январе или в начале февраля. Точно так же в этой квартире было отравление. Соседка, которая сама отказалась сниматься на камеру, показала нам эту злополучную квартиру. Ключи, как говорит, ей оставила хозяйка. Все газовое оборудование сейчас отключено. Подача газа перекрыта по всему стояку. Уже почти 2 недели, как без газа живет четверть подъезда. Газовики приходили, все сняли, все проверили. Проверку после ЧП в этой квартире инициировала прокуратура Вахитовского района и пришла к таким выводам. По результатам проверки было установлено, что газовое оборудование находится в исправном состоянии. В ходе обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов установлена их негерметичность, что явилось причиной отравления. По данному факту в адрес председателя жилищно-строительного кооператива внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения. Руководитель ЖСК признает, дымоходы в этом доме 1967 года постройки действительно в плохом состоянии. Фактически он признал, что дом опасен для проживания. Ремонт уже начат, но, как говорит, не все зависит от коммунальщиков. Дому больше 50 лет, все дымоходы плохие. Я герметизирую эти каналы сейчас. В смысле, обмазываю их. Надеюсь, на этой неделе что-то должно исправиться. Проблема в том, что эта работа должна проводиться совместно с жителями, а жители работают. Тот тут один налево, другой направо. Надо их все вместе собрать, чтобы это было совместно. Потому что мне нужен доступ в квартиру. Как теперь говорят в этом доме, вероятно, вместе с дымоходом пора решать проблему коммуникации между жильцами и обслуживающей организацией. На собрание никто не придет однозначно, потому что каждый в своих проблемах всегда. Как решать такой вопрос? Может, даже какими-то группами, там, по 5 человек на определенное время, по 10. Как утверждает председатель ЖСК, проблема даже не в деньгах, а в невозможности попасть в квартиры. Можно, конечно, разводить руками, но в ситуации с этим домом нужно бить во все колокола и привлекать все надзорные органы. А их достаточно, чтобы попасть в жилище. Как минимум 2 известных факта отравления говорят о том, что действовать надо немедленно. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Апелляцию прокурора по делу Анатолия Левады рассмотрел сегодня Верховный суд Республики. Гособвинитель обратился в высшую инстанцию, чтобы обжаловать вердикт районного суда. Напомним, в конце января главу компании «Фон» приговорили к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы. Экс-супруга Диана Ахмедзянова получила 3 года условно. Подсудимым было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», но позже статью переквалифицировали на более мягкую – причинение имущественного ущерба путем обмана. Однако сегодня гособвинитель просил вернуть статью мошенничества и заменить условный срок Ахмедзяновой на реальный. Апелляцию не удовлетворили. Приговор Новосаинского районного суда города Казани 25 января 2021 года в отношении Левада Анатолия Николаевича и Ахмедзяновой Дианы Наиловны оставить без изменения. Апелляционное представление прокурора Новосаинского районного города Казани принято без удовлетворения.
В Башкирии прервали показ информационно-аналитической программы «7 дней» телеканала «Новый век». На это обратили внимание пользователи соцсетей. Все произошло в минувшее воскресенье. Генеральный директор телеканала, ведущий программы Ильшат Аминов, рассказывал о том, как общественники из Башкортостана попросили прокуратуру проверить на экстремизм выпуск декабрьской передачи «7 дней» о спорах вокруг северо-западного диалекта башкирского языка. Также Ильшат Аминов планировал в это время прокомментировать инцидент на хоккейном матче Салават Юлаев-Акбарс, когда председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов назвал поведение татарстанских фанатов экстремизмом. Но зрители слова ведущего не увидели и не услышали. Показ программы прекратился именно в этот момент. Свидетелем отключения стали и сотрудники нашего телеканала, которые находятся в командировке в Башкортостане. Сейчас находимся в Уфе. До этого проводили съемки в рамках программы «Вот она шла» в Туймазинском районе. Включили телевизор. На 30-м канале как раз шла программа наша «7 дней». Ведущий программы сказал, что от международной политики мы сейчас переходим к спорту. И немного коснулся как раз того инцидента, который произошел на матче в Уфе. И вот как раз вот в этот момент, когда он назвал только произнес имя Ростислава Мурзагулова и хотел показать цитату, тут же экран стал синим цветом, минуты 2, наверное. И потом уже начался другой сюжет. Уже начался сюжет Михаила Любимова. То есть вот вся эта башкирская тематика, она как бы не была показана и не была рассказана ведущим. Почему технические неполадки возникли именно на этой теме? С чем связано внезапное прекращение трансляции татарстанского телеканала в Башкортостане? С этим вопросом ТНВ обратился в Башинформсвязь и получил вот такой ответ. По данным мониторинга Агама, подтверждаем возникновение на телеканале ТНВ Татарстан джиттера 28 марта в 21:07. В этот промежуток времени было переключение на резервное информационное сообщение о неполадках на 45 секунд. В дальнейшем трансляция без нарушений. С уважением, ПАО Башинформсвязь. Почему же тогда зрители говорят об отключении на несколько минут, а не секунд? Вопрос пока без ответа. Очень жаль, что башкирские телезрители не узнали мнение ведущего, но вместе с тем программа «7 дней» широко представлена в социальных сетях, и каждый желающий может наверстать упущенное. Вода наступает. В казанском поселке Атары затопило единственную дорогу, ведущую в город. Под воду ушли и тротуары. Выход из дома, по словам самих жителей, превращается в настоящий квест. Поплыли и в других крупных городах республики. Ливневые канализации не справляются с таким потоком талых вод. Достал резиновые сапоги и пошел вплавь наш корреспондент Рамиль Галиулин. Почти Венеция. Это место, которое больше напоминает озеро, на самом деле затопленная улица Центральная поселка Атары. Ее размыло талой водой. Такую картину приходится наблюдать ежегодно, сетуют местные жители. Каждую весну постоянно плыть приходится. Бывает, приходится даже и домой не едешь из-за того, что боишься утонуть. А здесь вот эта машина проезжает. Самые болты отворачиваются и падает здесь. Легковушки рискуют, пешеходы не лезут. Настоящие испытания и дорога до остановки. Такая ситуация практически по всей центральной улице Атара. Отмечу, что для местных жителей выход из домов превращается в настоящее препятствие. Ну и как вы видите, резиновые сапоги здесь единственный способ, чтобы перейти дорогу. Обливали. Бывало такое. Грязь же. А машины без конца ездят. А это улица Миля. Напора талых вод не выдержала ливневка. Ее сейчас чистят коммунальщики. Большая часть сетей построена все-таки в 70-е, 80-е годы. То есть есть износ определенной сетей. Сейчас вот их промывают, прочищают, пропаривают. В период весеннего половодья в Казани работают 5 аварийных бригад. Всего в городе больше 400 километров ливневок. В минувшем году построено больше 30. Не видно ни тротуара, ни края проезжей части. Оправдывает свое название улица Корабельная в Нижнекамске. Водители на свой страх и риск въезжают в лужу. Другого выезда с парковки нет. Безобразие полнейшее. Вот думаем, сегодня застряну, завтра утром застрянули. Как отметили в исполкоме, дом на Корабельной вошел в программу «Наш двор». Ремонт начнется уже в этом году. Приходится с ребенком вокруг идти. Проезжие части ушли под воду и в Челнах. Лужи, больше похожие на озера, в 63-м микрорайоне появились из-за засоренных ливневок. Откачивали воду. Челны водоканал или какая-то служба приезжала, но опять вода набралась. Оставить заявку о потопе можно на портале госуслуг в разделе «Народный контроль» или по номеру диспетчерской службы. Казанский телефон сейчас на экране. Рамиль Галиулин, Рамзиль Гарипов, Инзиля Хусаинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны.
Парад безумия, так комментируют в социальных сетях видео, на котором казанцы гуляют по озеру Кабан, несмотря на появившиеся промоины и плюсовую температуру. На кадрах видно, что люди не боятся подходить к краю льдины, чтобы покормить уток. А в другом ролике дети прыгают на льду достаточно далеко от берега. На место выезжала полиция, чтобы составить протокол за оставление детей без надзора. Ежедневно десятки людей проходят по озеру, сокращая путь от улицы Марселя Салимжанова до Шигабуддина Марджани и обратно, игнорируя запрещающие знаки. Почему обмелели водоемы Лаишевского района и как вылечить их от водяной чумы, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Более 1 миллиона человек станут участниками субботников в Татарстане в этом году. О старте санитарно-экологического двухмесячника рассказал сегодня глава Минэкологии Александр Шадриков. Он призвал татарстанцев принять активное участие. Прошлой весной в режиме самоизоляции территории очищали коммунальщики. В этом году активных участников акции «Эко-весна» ждут ценные подарки. Подробнее Вероника Гайдандиевна. Во овраге там ужас, что творится. Там вообще не видно дна этого оврага. Это частный сектор практически в самом центре Казани. Жилой массив Калуга-Вахитовского района. Во овраге рядом с домами куча мусора. На несанкционированную свалку пожаловалась местная жительница Гузелья Тюряева. Неприглядная картина сейчас скрыта под снегом, но масштабы впечатляют, говорит она. Люди не то чтобы не ухаживают, они сами засоряют свои территории. Там большие бытовые отходы, там даже диваны лежат, диваны, игрушки большие, строительный мусор, и кирпичи, и доски. Нарушения зафиксировали специалисты Минэкологии. Выявлено нарушение природоохранного законодательства, а именно складирование отходов во овраге. Данная территория находится в муниципальной собственности. Будет направлено письмо в исполком города Казани для устранения данного нарушения. Убирать территорию будут уже в рамках экологического двухмесячника. Он стартует 1 апреля. Министр экологии Александр Шадриков призвал сегодня волонтеров, активистов и всех жителей республики принять в нем участие. Самые активные получат ценные подарки в рамках акции «Эко-весна». Определят лучший детский сад, школу, семью, предприятие, муниципальное образование и впервые лучший экодвор. Номинация «Лучший экодвор» – это новая. Мы хотим сподвигнуть жителей многоквартирных домов к реализации своих инициатив по благоустройству дворов и санитарной очистке территорий. И самое главное – введению постоянной экоактивности в своих дворах, в местах, где растут наши дети. Во время двухмесячника в прошлом году выявили более 3000 нарушений, зафиксировали 1000 несанкционированных свалок и наложили штрафы на сумму более 5 миллионов рублей. Собранные за время предстоящего двухмесячника штрафы направят на проведение природоохранных мероприятий в муниципалитетах. Из-за пандемии в прошлом году уборка территорий в рамках двухмесячника в основном легла на плечи коммунальщиков и дорожников. Хотя традиционно в акциях участвовали более 1 миллиона татарстанцев. Экологи надеются, что в этом году на субботники выйдет такое же большое количество активистов. Общегородской субботник в Казани пройдет 24 апреля. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Казань. Владимир Путин наградил 2 татарстанцев за организацию мирового чемпионата WorldSkills в Казани. Орденом дружбы отмечены генеральный директор Международного выставочного центра «Казань-Экспо» Роберт Минигалиев и заместитель руководителя дирекции спортивных и социальных проектов в республике Ранка Тепавчевич. Очередная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Казани в следующем году. Решение принято на чрезвычайной сессии комитета. Это событие приурочат к 50-летнему юбилею Конвенции об охране всемирного, культурного и природного наследия. Напомним, в республике в список ЮНЕСКО включены 3 объекта. Это Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова Града-Свияжска. Ожидается, что в сессии примут участие порядка 4000 делегатов, включая министров культуры, образования и экологии. Очень ответственное событие, потому что приезжают эксперты мирового уровня. Это люди, которые понимают, что такое реставрация. Поэтому для нас это будет еще и экзамен, который мы должны будем достойно выдержать. Но для нас это будет еще и колоссальная школа.
Историческую лестницу в доме купца Коровина в Казани поставили на государственную охрану. Напомним, в октябре новость о покупке чугунной лестницы 19 века блогером из Уфы вызвала скандал. Покупка была оплачена, однако Госкомитет охраны культурного наследия республики наложил мораторий на любые работы в здании, в том числе на демонтаж лестницы. Эксперты провели исследования для определения ценности здания. Как стало известно сегодня, дом Коровина и лестница в нем включены в список ценных градоформирующих объектов. Рустам Минниханов сегодня встретился с представителями лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис. Эта лаборатория проводит научные исследования и эксперименты для разработки человека-машинных интерфейсов. Напомним, в феврале старший научный сотрудник Владимир Максименко стал лауреатом премии президента России. Рустам Минниханов поздравил его с наградой и отметил, научно-исследовательская работа молодого IT-специалиста имеет важное практическое значение в медицине и образовании. Правительство страны обратило внимание на Иннополис, и сегодня Иннополис по цифровым технологиям в ближайшие годы будет основным методическим центром и вообще не только в части исследований, но и подготовки кадров. Закон о службе занятости необходимо реформировать. К такому выводу пришли на заседании партийной лиги «Единая Россия». Как отметили депутаты Госдумы и эксперты, закон о занятости был принят 30 лет назад. И, несмотря на значительное число поправок, морально устарел. Уже собираются готовить новую редакцию. Планируют расширить банк общедоступных вакансий на рынке труда и выстроить единую технологию работы органов служб занятости. Новшества должны снизить напряженность на рынке труда и позволят смягчить последствия пандемии для экономики. Закон о занятости проходит уже стадии рассылки. 14 апреля он пройдет в Комитет по социальной политике. Он позволяет искать работу независимо от проживания человека. Он дает новые полномочия службам занятости. За 2020 год количество выпущенных российскими банками карт впервые превысило 300 миллионов. Рекордный рост объясняют популярностью безналичных платежей. Насколько удобная и безопасная карта банка «Аверс», узнаем подробнее в сюжете. Аверс обслуживает банковские карты платежных систем Visa, MasterCard и Мир. В широкой линейке каждый сможет подобрать карту в зависимости от потребностей. Я являюсь клиентом Аверсбанк. На протяжении 7 лет погашаю все свои платежи, расходы. Также подключила мобильный банк. Всем рекомендую. Совершать покупки по картам банка безопасно благодаря технологии 3D Secure. Здесь используют одноразовый пароль, а сделать платежи через интернет еще надежнее поможет виртуальная карта Аверс. Для контроля всех своих расходов я подключила интернет Аверс онлайн. Им я контролирую все свои кредиты, услуги, ЖКХ и прочие расходы. Дистанционные сервисы обеспечивают круглосуточный доступ к счетам и картам. Работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Значит, пользоваться банковскими услугами можно без посещения офиса банка. Банк Аверс призывает никогда не сообщать посторонним лицам свои персональные данные, реквизиты банковской карты, пароли из СМС, секретные слова. Иначе можно остаться без денег. В случае утери или кражи карты ее можно экстренно заблокировать в мобильном приложении Аверс онлайн. 1 400 000 рублей помогли собрать неравнодушные татарстанцы, в том числе и наши зрители, маленькому жителю Бавлов. Напомним, в начале марта мы рассказывали историю 4-летнего Эльмира Шагвалиева, на лечение которого нужна неподъемная для родителей сумма 20 миллионов. У мальчика редкий диагноз, его сердце расположено справа. Он не ходит в детский сад, почти с рождения живет на антибиотиках. Эльмир уже перенес несколько сложных операций, сейчас помочь могут только зарубежные врачи. Сбор все еще открыт. Номер телефона, указанный на экране, привязан к банковской карте мамы малыша. Благотворительные фонды помочь пока не могут, в очереди очень много детей. Но не без помощи людей с добрым сердцем семья уже собрала 4 400 000. Это были все новости на этот час, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте! Первый месяц весны отсчитывает свои последние часы. И напоследок еще раз решил показать свой капризный характер. По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 марта на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо затянет облаками.
пройдет снег, местами с дождем. Температура немного понизится, +3 днем. Снег с дождем ожидается и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, но будет тепло. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныши небо в облаках. Ветер сменит направление, атмосферное давление понизится, влажность воздуха повысится. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси будет пасмурно. Жители этого района также ожидают осадки, но радует уверенный плюс на термометрах. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске тепло, +5 на термометрах, но сыро, снег, переходящий в дождь. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше пасмурно, синоптики обещают мокрый снег, местами также с дождем. Затяжная весна в наших краях в этом году. Весь март мы наблюдали вполне зимний пейзаж. Будем надеяться, что апрель быстрее справится со снежным покровом. 1 апреля пройдут дожди, но также будет тепло. БТИ Республики Татарстан. При оформлении заказа через официальный сайт btirt.ru получите скидку 10%. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему. Оформление прав собственности на недвижимость. Главное – порядок в документах. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. В среду в Казани ожидается переменная облачность, пройдет снег, местами с дождем. Температура воздуха ночью около 0, днем воздух прогреется до +5. Ветер северо-западный, порывистый. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%. Магнитное поле Земли спокойное. Несмотря на плюсовые температуры, на дорогах сохраняется гололедица, будьте предельно внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.